ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Среда, 14:00, городская администрация, заседание оргкомитета по подготовке к Новому году. Среди присутствующих сотрудники мэрии, культурных учреждений и градообразующих предприятий. Сегодня они обсуждают, как справлять праздник будем. Первым праздничным мероприятием в масштабе города, к слову, станет всеми любимый парад Дедов Морозов. Тогда же будет открытие главных елок. Начало в 11 часов на Первомайской площади. Первомайской площади. Здесь будет праздничное открытие новогоднего городка и зажжение елки на Первомайской площади. Далее у нас открытие новогоднего городка и зажжение елки на площадке около Уфимского государственного технического университета. Далее в 12 часов открытие новогоднего городка и зажжение елки на площади у дома быта «Сервис». Заканчивается парад на Комсомольской площади. В этом году маршрут меньше. Традиционной елки близ Транснефти в этом году не будет. Эта ситуация родила много вопросов. Традиционный праздник пришлось также перенести с набережной Газовиков на Комсомольскую площадь. Как ставить сцену, как оборудовать звук и свет, перекрывать ли улицу? Все эти вопросы будут решаться в рабочем порядке. А вот когда устроить представление с салютом, присутствовавшие высказались уже сейчас. Накануне мэр города Магомед Османов предложил главную елку устроить в час ночи с 31 на 1. Собравшиеся высказались за традиционное время с 16:00 1 января. К 2 часам, когда встреча Нового года уже в полном разгаре, дети уже ложатся спать. Я имею в виду младшее поколение. А ведь елка – это то волшебство, которое мы исповедуем ради наших детей в основном. И те сказочные персонажи, которые детей. Поэтому, на мой взгляд, целесообразнее проводить это дело 1 числа. Салют, к слову, устроят на прежнем месте на набережной Газовиков. Правда, залпы будут только высотные, чтобы на Комсомольской было видно. Окончательно подготовить город к празднику должны к 25 декабря. На центральной праздничной площади уже в эту пятницу, 9 декабря, начнут монтаж ледового городка. Помимо этого, перед Новым годом там засияет праздничная иллюминация. А в саму сказочную ночь, чтобы под елочкой было не скучно, включат музыку предположительно до 3 часов ночи.